Сегодня один из самых важных уроков по безопасности для ребят второй школы. Чрезвычайные ситуации возможны. И, как показывает практика, к сожалению, происходят в общеобразовательных учреждениях нашей страны. Ученикам 7 классов наглядно показали пошаговые действия вооруженного преступника. Сигнал системы тревоги и эвакуации уже прозвучал. Теперь перед находящимися в школе ребятами и преподавателями стоит четкий план действий, которого нужно строго придерживаться. Скучковавшись за самодельной оградой из парт, они хранят полную тишину. А после, убедившись, что в коридоре никого, они быстрым шагом отправились к запасному выходу. Сегодняшнее обучение проводится совместно с силовым блоком региона, Росгвардией, МЧС, МВД и сотрудниками Министерства здравоохранения региона. Ребятам пояснили, помощь непременно прибудет, но соблюдение первых мер безопасности за ними. Для школьников такой же урок, хоть и в новинку, но как действовать они знали. Им устно об этом рассказывают на ОБЖ. Сегодня нам был объяснен такой план эвакуации, что первым делом нам нужно закрыть нашу дверь, забаррикадировать ее 2 партами. Это делает все наш классный руководитель. Далее всем классам, всеми учащимися спрятаться в угол класса, зажав голову, опустив головы вниз, после чего дожидаться длинного звонка. После длинного звонка нас выпустят на улицу, где нам уже будут продиктованы дальнейшие действия. Также происходят случаи, когда в общественных местах оставляют подозрительные предметы. Неважно, бесхозная сумка это или просто черный пакет. И что делать в таком случае, ребятам сегодня тоже пояснили. Мы должны точно идти за учителем, соблюдать строй, спокойствие. И если мы увидим что-то, типа пакет или коробку, открывать нельзя. Об этом надо сказать нашим учителям. То есть ведь могут быть, что туда подложили или взрывчатку, или что-то другое. Обучение по таким ситуациям является чрезвычайно важным для подготовки к возможным непредвиденным происшествиям. Министерство образования республики проводит такие учения по отработке сценария при вооруженном нападении на территории образовательной организации регулярно. Конечно же, не хотелось бы, чтобы у нас какие-то подобные случаи были в республике, но каждый ребенок и каждый гражданин Российской Федерации, в том числе и персонал данной школы и все учреждения, должны знать, как себя вести, что надо, первые шаги их действия, и чтобы и сами ученики это видели школ, и преподаватели видели, и все, как тренировка. После окончания живого и экстремального урока ребят отпустили домой, а преподавателей школ и колледжей региона собрали в актовом зале. И сотрудники силовых структур провели им лекцию о безопасности учащихся и о плане действий при возникновении случаев ЧС. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз, 24.